На База ТВ время новостей. В студии Рустам Зантария. Здравствуйте. Коротко о главном. Новые правила пересечения границы России начнут действовать для иностранных граждан безвизовых стран с 30 июня. Судебное разбирательство о защите чести, достоинства и деловой репутации журналиста Нисфы Аршба продолжилось в Сухумском городском суде. Салют, медали и овации. В Сухуме завершился юбилейный 10-й и финальный кубок А-Мобайл по мини-футболу. Начнем с официальной хроники. Указом президента Бадры Гунба утвержден новый состав Совбеза Абхазии. В составе Бадра Гунба, председатель Совета Безопасности, вице-президент Беслан Бигвава, генпрокурор Адгур Агрба, министр обороны Владимир Ануа, спикер парламента Лаша Ашуба, глава МИД Олег Барциц, председатель СГБ Дмитрий Дбар, премьер-министр Владимир Делба, вице-премьер глава МВД Роберт Киут, секретарь Совбеза Рауль Лоло, начальник Генштаба Владимир Савченко, руководитель администрации президента Беслан Эшба. Указ подписан в целях подготовки решений президента по вопросам обеспечения безопасности жизненно важных интересов личности, общества и государства. Делегация Абхазии во главе с президентом Бадрой Гунба прибыла в Санкт-Петербург для участия в Петербургском международном экономическом форуме 2025. Президент Абхазии встретился с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым. Гунба подчеркнул, что союзнические отношения с Россией приоритетные для Абхазии. Для нас Санкт-Петербург, история Санкт-Петербурга – это наша общая история. Мы чтим память тех людей, которые самоотверженно защищали этот город. И, конечно же, сегодня настало время созидать, сближать народы. В этом смысле мы нацелены реализовать проекты, которые позволят нашим гражданам быть ближе друг к другу, отметил президент. Глава государства напомнил, что в республике в этом году открылся аэропорт и выразил надежду, что Санкт-Петербург и Сухум свяжет прямое авиасообщение. Абхазская делегация примет участие в пленарном заседании, на котором выступит Владимир Путин. В рамках ПМЭФ президент Бадра Гунба намерен провести ряд встреч с представителями деловых кругов, российскими государственными деятелями, представителями абхазской диаспоры в Санкт-Петербурге. Наша цель – расширение международного признания Абхазии в разных регионах мира, заявил глава МИД Олег Барциц. Мое глубокое убеждение состоит в том, что Абхазия априори является неотъемлемой частью евразийского и постсоветского пространства. Ничего страшного нет в том, что мы не признаны большинством этих стран. Это пока так, это сегодня. Мы нацелены на сотрудничество с этими государствами в различных форматах, сказал Барциц в интервью «Известиям». По его словам, республика нацелена на конструктивное партнерское сотрудничество в любых форматах со странами, которые некогда вместе с Абхазией входили в состав СССР. Он также подчеркнул, что в Абхазии заинтересованы в сотрудничестве в формате союзного государства. Обязательно будем контактировать с профильными должностными лицами в этом направлении и думать о том, как сблизить позиции, добавил министр. Новые правила пересечения границы России начнут действовать в режиме эксперимента для иностранных граждан безвизовых стран с 30 июня, в том числе для граждан Абхазии, не имеющих гражданства Российской Федерации. Правила коснутся и тех граждан России, которые захотят въехать в Россию по абхазскому паспорту. Об этом проинформировало посольство России в республике. Новые правила въезда в Россию. Как подготовиться к поездке? С 30 июня 2025 года действуют новые правила въезда в Россию для иностранцев. Если для въезда в Россию вам нужна виза, оформите ее. Для безвизового въезда потребуется приложение RUID. Подробная информация о нем доступна по QR-коду. Подайте заявление заранее, не позже, чем за 72 часа и не раньше, чем за 90 дней до поездки. В экстренных случаях, например, при болезни или смерти родственника, въезд можно оформить за 4 часа. Для этого нужны подтверждающие документы. Чтобы подать заявление, войдите в приложение RUID с логином и паролем от госуслуг или зарегистрируйтесь. Нажмите «Заполнить» на главном экране и укажите страну, из которой выезжаете, цели и даты поездки, регионы посещения. Если едете с детьми, заполните их данные. Это нужно сделать обоим родителям.
Сдайте биометрию, фото лица, паспорта и 3 записи голоса. Если биометрия уже зарегистрирована в России, подать заявление можно также на госуслугах, указав данные о поездке и сделав фото лица. Дождитесь проверки ограничений на въезд. После этого можете отправляться в дорогу. На границе предъявите документ, удостоверяющий личность. Его данные автоматически сверятся с указанными в приложении RUID. В течение 10 дней после въезда посетите отделение банка, чтобы завершить регистрацию биометрии. Там же можно подтвердить учетную запись на госуслугах. После этого вы сможете оформить российскую сим-карту, пользоваться онлайн-сервисами в приложении RUID и на госуслугах, проверить, нет ли вас в реестре контролируемых лиц. Добро пожаловать в Россию! Премьер-министр Владимир Делба побывал на водозаборном сооружении в селе Речь. Сооружение давно нуждается в капитальном ремонте. Оно было построено в 1968 году и ни разу не ремонтировалось. Водозаборное сооружение в селе Речь – это главный водный накопитель Галского района. По поручению президента Абхазии в ближайшее время будут начаты работы по его ремонту. Вопрос очень острый. Задача стоит изменить ситуацию к лучшему, обеспечить подачу воды в нужном объеме, сказал Владимир Делба. Да, да, основной ремонт. Здесь масштабное разрушение стен. Это где проверили? Внутри. Вот это люк, Вот отсюда ревизию делали, да? утечки есть. Вот это утечка. Местами там в секунду 50-80 литров воды уходит в сторону. И слишком много воды уходит, вот как водопад там у нас, его не должно быть настолько, потому что там все подмыто и все уходит. А к чему это де-факто приводит? У нас ограничения, да? Да, вот именно вот сейчас вот сезон дождей, как бы мы еще дебит воды нам достаточно. Немножко пойдет период такой засушливый, все, у нас недостача воды. Вот нам надо, чтобы хотя бы вода накапливалась. А сетевые проблемы это потом. Люди не должны без воды оставаться. Спасибо. Это, к сожалению, не только в Гальском районе, есть и в других районах, но президент сам обратил внимание особо на это, поэтому мы сейчас обсуждаем именно первый этап. Вот это локально. Если нам получится, да, реализовать его, то, конечно, будет хорошо. Надо провести подводную цементацию, бетонирование приемника, то, что находится внизу, чтобы устранить утечки, потому что помимо того, что трасса у нас как бы там с процентов 40 потери на трассе, у нас плюс 20% теряются на приемнике. Да, сама вода не Да, собирается. сама вода не собирается. Обязательно по каждому уровню, по каждому блоку надо провести обследование. Дефектный акт и проектно-сметная документация – это следующие этапы. Это у нас получается так, что из-за вот этих проблем, которые мы сейчас здесь наблюдаем, 60% населения не имеют воду. Да, и вода все убегает, да, именно так. Поэтому самое важное, самое приоритетное, что нужно сделать, Это вот накопить и иметь воду. А потом да, сетевые- сначала накопить, или потом потихонечку, этапами, своими силами будем делать дальше. И до села, разумеется, тоже необходимо дойти. Это очень У важно, нас очень-очень. городской вот эту воду имеет только Шишигара имеет. Да. Все, дальше вода не идет. Да, Другие нет. села никакие вода не идет. Вопрос очень острый, задача стоит, чтобы изменить ситуацию к лучшему, обеспечить подачу воды в нужном объеме. Международная повестка. Руководство США готовится к возможному удару по Ирану в ближайшие дни или выходные, пишет Bloomberg. Высокопоставленные американские чиновники, в том числе руководители нескольких федеральных агентств, готовятся к возможному нанесению удара по Ирану в ближайшие дни.
Со ссылкой на источники сообщает Bloomberg, знакомые с вопросом. Речь может идти о ближайших выходных, отметили некоторые собеседники издания. Однако ситуация все еще развивается и может измениться, признают они. Еще несколько дней назад Трамп склонялся к идее принудить Иран к отказу от разработки ядерного оружия. Накануне о том, что президент Дональд Трамп одобрил план американского удара по Ирану, но отложил его исполнение, сообщила Wall Street Journal. Телекомпания «Абаза ТВ» продолжает показ цикла телевизионных интервью с политическими соратниками Владислава Арцемба, ветеранами Отечественной войны народа Абхазии, сотрудниками администрации первого президента республики, деятелями культуры. По воспоминаниям Владислава Арцемба, вся его московская жизнь была связана с отделом Древнего Востока, Института Востоковедения. В нем он начал работать молодым аспирантом, а ушел из института, когда уже стал заведующим сектором идеологии и культуры Древнего Востока, доктором исторических наук. В отделе института, как водится, отмечали многие праздники. В частности, в программу новогодних встреч часто входили стихи, посвященные сотрудникам. В своей книге «Воспоминания. Моя жизнь» Владислав Григорьевич пишет, что ему запомнились стихи в его адрес, написанные талантливой исследовательницей Евгенией Смагиной. А вот как об этом эпизоде вспоминает сама Евгения Борисовна, кандидат филологических наук. Станом строем мыслью скоростного сын Кавказских гор в 5-м пункте всех анкет аккуратно пишет «хет». Это я так скахмила. Ну, там еще есть. покойный Бонготлевин, кто решит задачу, тот получит чачу. Да. Да, потому что он нам все время привозил то молодое вино, то чачу, аджику и там разные сладости, например, чурчхелы и так далее. А когда он ездил на родину, он нам в отдел все это привозил и устраивал чаепитие. Вот так вот. Да, как сейчас помню. Это у меня наш тогдашний запотделом Григорий Максимович Бонготлевин, индолог, просил написать стишок про каждого из сотрудников, и, значит, вот я этим и занималась. Да, это очень, очень трогательно, что Слава об этом не забыл и даже цитировал. Интервью с Евгенией Смагиной, записанное журналистом Русланом Хашиг в рамках юбилейных мероприятий, связанных с 80-летием Владислава Арцемба, смотрите после выпуска новостей. Судебное разбирательство о защите чести, достоинства и деловой репутации журналиста Нисфы Аршба продолжилось в Сухумском городском суде. Судья Бела Хасая частично удовлетворила ходатайство стороны истца об истребовании документов, подтверждающих факт запроса от Нисфы Аршба разрешения на выезд в Грузию в 2024 году и факт обоснованного отказа в таком разрешении. Подробнее Надежда Боровикова. Заседание суда по делу о защите чести, достоинства и деловой репутации журналиста-учредителя информагентства Яшера Нисфы Аршба продолжилось серией вопросов ответчика и истца друг к другу. Лежит бремя доказывания распространения информации и сведений, порочащих честь, достоинство и деловую репутацию. Вопрос. Скажите, пожалуйста, какие порочащие сведения, порочащие ваши честь и достоинство, содержится в информационном сообщении СГБ, потому что это является предметом иска. В тексте самого искового заявления был отображен данный момент, где мы отвечаем на ваши все нынешние вопросы. Говоря о том, что информация не соответствует действительности. Не надо иметь много дипломов, не надо быть лингвистом, чтобы понимать, что для любого человека, чьи нематериальные блага затрагиваются, любое распространение информации, не соответствующей действительности, порочит. А для того, чтобы определять это, еще раз повторюсь, нужно специальные познания иметь. Поэтому на сегодняшний день мы со своей стороны выполнили все для принятия иска к производству. В случае, если ответчик не согласен с данным решением, у него было право обжаловать определение о принятии. В ходе предыдущего заседания представитель СГБ Аполлон Жваня отказался отвечать на вопросы о разрешении на выезд в Грузию, которое якобы запрашивала Нисфа Аршба, сославшись на то, что эти документы засекречены, и ответить он сможет только в рамках закрытого судебного процесса. В связи с чем на документах, которые я якобы подавала в СГБ, либо мне отвечала СГБ, в том числе обоснованный отказ, так формулировали вы в своем сообщении, получил гриф «секретно». Мы не заявляли, что на этих документах
которые вы заявляли, имеется гриф секретно. Мы заявили, еще раз уточняю, что будут представлены документы. Я же не уточнил, какие именно документы будут представлены. Почему те документы, которые мы намереваемся Касаются меня. да, и непосредственно касается, почему эти документы имеют соответствующий гриф, комментировать я не могу. То есть тот орган, который поставил на них гриф, они уже по факту с грифом, секретно. Соответственно, чтобы мне представить как представителю службы в рамках судебного заседания, с этим было связано наше ходатайство, чтобы я мог представить эти документы. После того, как вопросы у истца и ответчика друг другу закончились, судья Белла Хасая задала ряд уточняющих вопросов. В том числе она спросила у Нисфы Аршба, встречалась ли она с представителями СГБ после публикации Ваяшера, кто был инициатором и о чем шла речь. Инициаторами встречи были сотрудники Службы государственной безопасности, вплоть до заместителя председателя Службы государственной безопасности. Разговаривали мы совершенно спокойно, то есть наручники на меня никто не одевал. Беседы были очень корректные. О том, что моя информация за 12 число была недостоверной, такого разговора не было. Весь диалог крутился только вокруг источников информации. И во время вот такого нашего разговора, который все-таки оказался допросом, я спросила, что, слушайте, если там какая-то проблема есть, а вообще есть проблема, сказали, собственно, ее нет. А тогда в чем суть? Там не совсем все достаточно верно. Это такая была трактовка, но что я предложила, что если что-то там неверно, вы можете дать текст опровержения, я его с удовольствием опубликую. Это было на следующий день после опубликования моего материала, то есть после 12 числа. Судья Белла Хасая спросила также представителей ответчика, что им известно о встрече Нисфы Аршба с представителями СГБ. В службе госбезопасности ввиду того, что эта информация была дезинформацией, а юстиция настаивала на том, что есть какие-бы источники. Скажите, какой был разговор? Разговор был об источниках информации, о которых юстиция, конечно же, не могла предоставить. Проводились ОРМ по поводу источников. В силу того, что обстоятельства, или информация, которая была предоставлена юстицией службе госбезопасности, она подтвердила позицию о том, что никакого источника информации у юстиции для написания этой статьи не было, ОРМ прекращены. Судья спросила у сторон, какой порядок исследования доказательств будет применен, есть ли свидетели. Представители обеих сторон ответили, что хотят начать с исследования письменных доказательств. Адвокат Жанна Шинкао обратилась к суду с ходатайством об истребовании ряда документов. Полный пакет, поданный истцом в СГБ для получения пропуска на пересечение государственной границы Республики Абхазия через КПП «Ингур» с целью выезда из СА на территорию Грузии за 2024 год, обоснованный отказ Службы государственной безопасности в получении пропуска на пересечение государственной границы через КПП «Ингур» на территорию Грузии, информацию о наличии гражданства Грузии у истца Ашбы Нисфы Дарисмановны, информацию об участии в Отечественной войне народа Абхазии в 92-93 годах на стороне Госсовета Грузии гражданина Кикиридзе Резы Шаловича, материалы проверки в отношении истца Ашбы Нисфы Дарисмановны с 2020 года по настоящее время, в том числе материалы проверки при трудоустройстве Ашба в Министерство обороны Республики Абхазия, копию письма, направленного в СГБ, в Министерство юстиции о нарушении СМИ Аяшева закона о СМИ, копию подписанного должностным лицом Службы государственной безопасности документа, на основании которого пресс-служба СГБ подготовила, опубликовала информационное сообщение от 16 августа 2024 года на официальном сайте ведомства. Информацию о наличии гражданства Грузии у адвоката Габилай Инги Геноевны 2 марта 2008 года, представивший ордер за номером 29 от 11 апреля 2025 года для представления интересов ответчика СГБ в Сухумском городском суде по данному делу. Адвокат Фрида Лазба выступила против удовлетворения ходатайства. Часть, как опубликовано, как пресс-служба опубликовала, но я думаю, это вполне нормально запросить такую информацию. Но все то, что касается гражданина Кикиридзе,
гражданки Габилая, то, что касается участия и неучастия в войне, гражданства. Нету этих сведений вообще в этом информационном. Какое это имеет отношение к этому информационному письму, вообще не ясно. Судья Белла Хасая удовлетворила ходатайство частично. Истребовать из СГБ Республики Абхазия следующие документы. Полный пакет, поданный суду для получения пропуска на пересечение государственной границы Республики Абхазия через КПП «Ингур» с целью выезда истца на территорию Грузии за 2024 год. Так, можете записывать. Обоснованный отказ СГБ в получении пропуска на пересечение государственной границы Республики Абхазия через КПП «Ингур» на территорию Грузии. По поводу лингвистической экспертизы не заявляется. В остальных пунктах истцу отказано. Следующее заседание с учетом 10 дней на истребование документов и занятости участников суда назначено на 12 июля. Надежда Боровикова, Инала Гухава, Абаза ТВ. По количеству званий Героев Советского Союза среди всех бывших республик СССР Абхазия занимает второе место, заявил депутат Инар Сацба, выступая на форуме «Пушкинские чтения» в Москве. Он подчеркнул особую роль культуры в формировании и укреплении исторической памяти народа в России и Абхазии в победе над фашистами. По словам Сацба, художественные произведения абхазских авторов, посвященные участию Абхазии в Великой Отечественной, издаются на 2 языках, а абхазские музеи сохраняют общую историю народов и передают поколениям. Депутат напомнил, что в республике при содействии России восстанавливаются памятники бойцам Великой Отечественной войны. Завершен ремонт компьютерного томографа в Гудаутской ЦРБ. Аппарат работает в штатном режиме в связи с большими нагрузками, особенно в период пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. Медицинский аппарат, исчерпав свой ресурс, вышел из строя. Средства на ремонт и закупку запчастей в размере 11 миллионов рублей были выделены из республиканского бюджета по поручению президента Бадры Гунба, сообщает пресс-служба Минздрава. В Абхазском государственном университете прошла торжественная церемония награждения победителей и призеров Олимпиады школьников «Путь к вершинам-2025». Об этом сообщает отдел информации и медиакоммуникации АГУ. В мероприятии приняли участие министр просвещения Хана Гунба, руководители отделов образования городов и районов, руководство университета, представители профессорско-преподавательского состава. В этом году Олимпиада проводилась по 12 профильным предметам. Всего в ней приняли участие более 450 талантливых учащихся со всей страны. По итогам Олимпиады были определены 26 победителей, 15 серебряных призеров, 12 бронзовых призеров. Вместе с тем 89 участников Олимпиады, не набравших достаточное количество баллов, но продемонстрировавших хорошие знания по профильным предметам Олимпиады, рекомендованы к зачислению на соответствующие направления подготовки. В общей сложности по итогам Олимпиады 142 участника рекомендованы к зачислению на первый курс без вступительных испытаний. Фонд АТР АЭС принимает заявки молодых людей из Абхазии для участия в конкурсе «Код атома». Конкурс научно-технического творчества детей и молодежи «Код атома» имени Курчатова пройдет в Обнинске с 27 июня по 4 июля. Он направлен на формирование познавательных интересов у детей и молодежи территории расположения АЭС к научно-технической деятельности и популяризацию инженерных специальностей. Желающим принять участие в возрасте от 12 до 17 лет необходимо заполнить предложенную форму до 22 июня. Из всех заявок будут отобраны 2 участников, которые получат шанс погрузиться в мир современных технологий и инноваций. Хибла Гирзмава и Денис Мацуев откроют 23-й музыкальный фестиваль. Хибла Гирзмава приглашает. 31 июля в Сухуме состоится торжественное открытие музыкального фестиваля, проводимого при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, правительства Республики Абхазия, Президентского фонда культурных инициатив и генерального партнера Альфа-банка. 23-й музыкальный фестиваль Хибла Гирзмава приглашает в Абхазии также будет работать на площадке Пицунского и Бедийского храмов. В 2025 году фестиваль продлится с июля по декабрь. Всего запланировано более 20 концертов в Абхазии, городах России и зарубежных стран. В день открытия на сцене в Сухуме
возведенной у стен Абхазского драматического театра имени Чанба, выступит всемирно известный пианист Денис Мацуев. В его исполнении прозвучит второй концерт для фортепиано с оркестром Сергея Рахманинова, одно из самых ярких произведений русской классики. 24 июня в Национальной библиотеке имени Папаскир состоится презентация альбома, посвященного жизни и творчеству выдающегося сценографа 20 века Александра Ширвашидзе Чачба, художника, с именем которого связано зарождение абхазского национального изобразительного искусства. Альбом знакомит с уникальным наследием мастера. Это эскизы декораций, костюмов, портретная графика, жанровая живопись и натюрморты. Особую ценность изданию придают оцифрованные работы, уцелевшие после пожара в Национальной картинной галерее 21 января 2024 года. 27 детей из Донецкой Народной Республики отдыхают на курорте Пицунда. Дети отдыхают у нас по приглашению руководства Абхазии. Эти дети проявили себя в конкурсе «Моя родословная», испытали на себе тяготы войны. Наш народ пережил войну не так давно, и у нас сердце болит за этих детей, рассказал в эфире радио «Спутник» замглавы курорта Пицунда Павел Кертбая. Совместно с Минтуризма для них разработана развлекательная и экскурсионная программа. Этим летом ожидается прибытие еще 2 групп детей из ДНР и Курской области. О спорте. Салют, медали и овации. В Сухуме завершился юбилейный 10-й и, как оказалось, финальный кубок Амобайл по мини-футболу. Турнир, который за 10 лет стал частью спортивной культуры Абхазии, собрал 32 команды со всей республики. Победители, фиджитал, ностальгия и прощание с легендой. В репортаже Заура Кварчи. 19:00, стадион Совмин, финальный матч. Последняя игра десятилетия. Кубок Амобайл уходит в историю ярко, громко и по-настоящему красиво. Где Юстраху, где из Азиге Губка, Зила Шабик, Ажа Батиамобайл, Ахраджа, Афинала. Кубок Амобайл по мини-футболу – это больше, чем соревнования. За 10 лет мы создали уникальное сообщество, которое объединило всех любителей футбола, как игроков, так и болельщиков. Со слов наших участников, они с нетерпением весь год ждут именно нашего турнира, с удовольствием участвуют. Об этом говорит само количество команд, которые желают участвовать в нашем кубке. В турнирную таблицу попадают 32 команды, но заявок гораздо больше, вдвое больше. И мы рады, что мы внесли лепту и смогли улучшить культуру спорта в нашей стране, смогли дать любителям футбола площадку, где они смогли самовыражаться, где они смогли создать команды, нашли друзей, нашли соратников. Это все очень важно и очень ценно. Футбольный вечер только набирал обороты, когда на поле вышли команды «Аэропорт» и «Старая Гагра». Новички против ветеранов. Жесткая игра, нервы, и бронза отправляется в аэропорт. Хочу поблагодарить все команды, которые принимали участие. На самом деле обидно, что Мобайл проводит это последний турнир, как мы слышали. Нам это очень досадно. Не только нашей команде, но и всем командам. Что хочу сказать по поводу нашего рвения к 3-му месту. Мы на самом деле были готовы хотя бы побороться в финале, но несколько факторов нам помешало. Это дождь, ошибки наших некоторых игроков. Но это все нормально, это все хорошо, мы люди. И просто хочу сказать огромное спасибо всем и организаторам, и всем командам. Все спасибо, все молодцы. А параллельно матч в будущем. Фиджитал-турнир среди юношей 13-17 лет. Сначала цифровой этап, потом настоящая игра. Финал Golden Boys против Зенита и счет 5-3 в пользу сине-бело-голубых.
Футбол – это эмоции не только на поле. В перерывах для болельщиков разыгрывали лотерею, умные колонки, футбольные мячи, сертификаты, 10 призов и десятки улыбок. Здесь выигрывали все, даже те, кто пришел. Играешь в футбол? За какую? За Динамо Сухум. Вот, воспитанник Динамо Сухум теперь будет слушать классную музыку свою любимую, да? Поздравляем. И, наконец, то, чего ждали весь вечер. В финале Легион и Аяйра. Команда трудяга, которая упорно шла к мечте, и фаворит, уже знающий, как выигрывать. Первый тайм 2-1 в пользу Аяйра. Второй на нервах, с атаками, спасениями и напряжением до самой последней минуты. «4-2» и Аяйра вновь на вершине. Финальный свисток, трибуны аплодируют стоя. Шикарные все ощущения. Просто радуемся, потому что всегда бывает. Турниры не всегда у нас проходят таких масштабов. Спасибо вам, Амобайлу, за это, за все. Рады все дети, взрослые, все сегодня здесь находятся. Спасибо еще раз вам за все. Очень насыщенный финал получился. Я думаю, болельщики получили положительные эмоции. Даже когда ты в игре находился, мы это ощущали. Болельщики также это ощущали. Но, на мой взгляд, не хватило именно в деталях исполнительского мастерства. Нам вот и мелкие детали решили игру на самом деле. Очень понравилась организация. Все мероприятие проходило в такой очень дружеской атмосфере. Мы получили огромное удовольствие от турнира. И очень жалко, что это последний турнир, конечно. Хотелось бы еще поучаствовать и поквитаться, кому мы сегодня проиграли, первое место заработать. На церемонии награждения все как положено. Медали, кубки и чествование лучших. Победители получили 100 тысяч рублей, серебро 60 тысяч, бронза 40. И, конечно, главный трофей. Уникальный, тяжелый, сделанный на заказ. Символ целой эпохи. Персональные награды – еще один момент триумфа. Лучший игрок турнира Данила Арзенбе из Легиона, лучший вратарь Владимир Барателя из Аяйра. Также награды получили Джанка Чкуа, Степан Чесноков и Леон Джопо за защиту, бомбардировку и любовь зрителей. Каждому заслуженное признание и премия. 10 лет Амобайл проводит самый популярный турнир по мини-футболу в Абхазии. И все это делают примерно 20 человек, которые ежегодно в поте лица делают этот праздник конкретно для вас и для зрителей. Их тоже хочу поблагодарить. Команда А, вы молодцы. Финал по футболу. Хочу поблагодарить обе взрослые команды. Очень красиво, технично, без каких-либо споров. Все прошло удачно, слава Богу. Спасибо большое за красивый финал. За 10 лет более 1200 матчей, почти 2000 голов, сотни команд и тысячи болельщиков. Кубок Амобайл уходит, оставляя после себя целую футбольную эпоху. Финальный свисток прозвучал, но память, эмоции, дружба, которая началась здесь, остаются навсегда. Заур Кварча, Абазатова. Финальная игра по мини-футболу на столичном стадионе Совмин прошла в четверг и в рамках республиканской спартакиады с участием школьников со всех районов страны. Согласно календарю спортивно-массовых мероприятий и на основании приказа Министерства просвещения Республики Абхазия в течение месяца в Сухуми проходила 18-я республиканская спартакиада школьников Абхазии. В спартакиада школьников Абхазии входит 14 видов спорта. Сегодня проходят финальные игры по программе спартакиады первенства по футболу. После 13 видов спорта лидирует сборная команда город Сухум. На втором месте Гагаринский район, на третьем месте Гудаутский район.
Внимания, воды не будет. Водоканал столицы сообщает, что в связи с проведением ремонтных работ в пятницу 20 июня с 0 до 20:00 будет прекращена подача воды в районах города Сухум. Старый поселок, улица Эшба, вокзал, центральная и нагорная части города, рынок, Маяк. Сейчас о погоде. В пятницу 20 июня в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков, местами возможен туман. Атмосферное давление нестабильное, ветер слабый и умеренный. Температура воздуха ночью от 13 до 18, днем от 22 до 27 градусов. Температура морской воды 22 градуса, волнение морской воды слабое и умеренное, относительная влажность воздуха от 60 до 90%. На этом пока все. За развитием событий следите вместе с нами на База ТВ. До новых встреч!